Вирус пошел на спад. В сравнении с прошлой неделей количество больных в регионе заметно снизилось. Небольшой передышке рады врачи Сунжинской районной больницы. Сейчас в ковидном центре проходит лечение всего 9 пациентов. Болезнь у всех протекает со средней степенью тяжести. Раньше у нас отделение было развернуто на 100 коек, и прирост бывал 15-17 больных. На сегодняшний день развернуто 25 инфекционных коек и прирост 1-2 человека в день. В родильном отделении вчера мы выписали 2 женщин. На сегодняшний день пациентов в родильном отделении нет. Ковид значительно ослабил позиции, но не исчез совсем. Врачи просят при малейших симптомах, потере вкуса, обоняния, температуре выше 38 градусов обращаться к специалистам. Самолечение позволяет вирусу перетечь из легкой формы в более тяжелую. На себе это очень хорошо испытала Хадижат Марзиева. В стационар она поступила на днях. Селдится, махи, мухи. Сейчас могут лишь давление, что слушать, здесь получили хачпалаш. А что хажаб судишь? Судение цумот штипар. Там мелях долго карма смер. Вашима персонал чалики учер. Да саду, да меля долчи, массине возмля. Слова благодарности за свою работу медперсонал слышит почти от каждого пациента. Но было бы проще, обратись они к ним в больницу раньше, отмечает Лалита Албагачиева. Лечить уже запущенную форму ковида медикам тяжелее. В ход идут гормональные противовирусные терапии. Схема лечения стандартная, особых изменений даже при наличии штаммов нет, как и нехватки лекарств. Все, что необходимо для лечения ковида, его осложнений, все препараты у нас в наличии, дорогостоящие в том числе. Конечно же, у нас есть средства защиты, противочумные костюмы, маски, респираторы, защитные очки, бахилы, перчатки. Мы за 2 года ни разу не ощутили их дефицит. После лечения у пациентов наблюдается и постковидный синдром, ухудшение памяти, усталость, депрессия, головокружение, отсутствие аппетита, частые последствия от средней и тяжелой формы ковида. Проводится углубленная диспансеризация врачами. Перенесшие болезнь ставятся на учет и наблюдаются участковыми терапевтами. Пациентам, перенесшим ковид, советую какое-то время принимать антикоагулянтные препараты, врачи их назначают. Соблюдать водный режим, то есть пить больше жидкостей, гулять, сидячий образ жизни нежелателен для таких больных. Полное восстановление организма после вируса может длиться долго. В течение 2-3 месяцев после выздоровления у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями высок риск получить инфаркт или инсульт. Уберечься от ковида и сохранить свое здоровье поможет вакцинация. Антитела, выработанные благодаря прививке, некоторое время держатся на высоком уровне, но после их количество снижается. Медики советуют проходить повторную вакцинацию с интервалом в полгода. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.